Всем привет! Сегодня у нас третий выпуск «Смотри и готовь», и сегодня мы будем готовить освежающие напитки. Наконец у нас наступило наше лето, и я вас научу готовить два напитка. Один будет морс с клубникой и апельсиновый фреш. У нас сегодня секретный рецепт, как из одного апельсина получить 4 литра апельсинового сока. Пока мы поставим просто морс, он будет у нас с клубникой и брусникой. Здесь обычная замороженная брусника. Ее мы переливаем в воду. Кастрюля у нас на 3 литра, клубнику 200 грамм. Тоже можно брать замороженную. Она придаст морсу такой более мягкий вкус. Такой морс очень нравится детям. По желанию можно добавить сахар или мед. Тоже на глаз, как вы любите. Если не слишком сладкий, можно добавить 200 грамм. Если сладкий, то чуть побольше. И ставим на плиту. Ставим на небольшой огонь и ждем, когда он закипит. Кипятить долго не будем, потому что остается очень мало полезных элементов, поэтому кипятить морс вообще никому не советую. Пока готовится наш морс, мы приступим ко второму напитку. Здесь у нас есть апельсин. Предварительно нужно его ошпарить. То есть купили с магазина, принесли домой, ошпариваем горячей водой. Так вы избавляетесь от воска, которым обрабатывают фрукты. И замораживаете на 2 часа в морозилке. После этого достаете, даете немного постоять в комнатной температуре. И режем его пополам. Избавляемся от косточек. Кожуру ничего не счищаем, так остается. Такой напиток альтернатива сокам. Он получается намного, конечно, дешевле и полезнее. Если вы хотите сделать очень насыщенный сок, можно, конечно, использовать 2 апельсина. Так, и складываем в блендер. Наш апельсин перемололся в блендере. И сейчас мы его вылаживаем в кастрюлю. Этот напиток хорош тем, что его не нужно варить. Готовится очень быстро. Сейчас мы подготовим лимон. Режем его дольками. Для чего именно брать замороженный апельсин? Потому что так мы избавляемся от горечи, и он дает гораздо больше сока и цвета, нежели свежий. Поэтому нужно обязательно замороженный. Так, режем целый лимон. Так, лимон готов, и перекладываем его к нашему апельсину. Немножко подавим его лопаткой и добавляем сахар. Тоже по вкусу. Такая цитрусовая смесь у нас получилась. И заливаем 4 литра воды. Мы залили 4 литра воды. Можно заливать холодную воду или комнатной температуры. Так апельсин даст весь свой вкус и передаст цвет. Наш напиток настоялся час. Вот приобрел такой желтый цвет. Если хотите насыщеннее, то можно поставить на дольше, 2-3 часа. Чтобы убрать вот большие кусочки, можете прямо вот таким ситом залезть в кастрюлю. Тогда, когда будете переливать морс, он не будет разбрызгиваться. И теперь процедим его через сито. Так, вот теперь аккуратно переливается. Все. 2 литра у нас получилось. Вот такие вот лимонады. Можете добавить лед и кусочки лимона. Наш морс кипел, и теперь мы его снимем с плиты и уберем ягоды. Еще один лайфхак. Мы уберем ягоды с морса, пока он горячий. Они все у нас наверху. Это на случай, если у вас нету сита. Нужно переливать в жаропрочную посуду и дать остыть.
Получилось у нас 3 литра морса. Морсу даем остыть при комнатной температуре и ставим в холодильник. Можете дома попробовать наши летние напитки. Они готовятся очень быстро и просто, из подручных материалов. Также вы можете посмотреть на моей странице обзоры магазинов нашего города, где купить дешевле и найти очень хороший ассортимент. Всем отличного настроения и до следующего выпуска. Пока!